женщин-режиссеров Кыргызстана. Мероприятие проходит уже второй год подряд и на этот раз на международном уровне. Участники не только женщины-кинорежиссеры из нашей республики, но и Казахстана, Узбекистана. Основная цель – поддержка и продвижение идей и проектов творческих женщин. И также у нас будут показаны 18 фильмов, 16 наших отечественных фильмов национальных, а еще 3 фильма, это международные фильмы, получается, это из Казахстана, Узбекистана. Вы смотрите кадры из короткометражного кино «Бакыт» начинающего режиссера из нашей страны Мээрим Доктурбековой. Она участница кинофорума, и именно этот фильм будет презентован зрителям и жюри. К слову, работа девушки уже была показана на международных кинофестивалях в России, Чехии, где состав жюри особо отмечал колоритность снятой короткометражки. Село Турайгыры все знают, наверное. Легенда происхождения этого села. Я взяла идею оттуда. Это конь переплывает с того берега на этот берег. Идею взяла оттуда, но изменила так, чтобы хотела передать именно чувство маленького мальчика к своему коню. Да? Это преданность, это любовь. Вот, и посмотрите фильм, наверное. Из своих 24 лет жизни последние 4 года Мээрим трудится в сфере кино. Работает в студии Кыргызфильма. Самым плодотворным для себя считает период работы в проекте «Ночная авария» мэтра кино Теймира Берназарова. Пусть там она работала лишь гримером. Кыргызстан – феноменальная страна со своим неповторимым кино. А его делают безумно талантливые люди, которые сегодня являются воспитателями нового поколения киносоздателей. Среди нового поколения кыргызского кинематографа очень много представительниц прекрасного пола. Но пока им очень трудно продвинуться дальше короткого метра. Ведь стереотип о том, что кино снимают мужчины, никуда не делся. А потому женщине-режиссеру не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии приходится быть не на одну голову выше мужчин-киносоздателей, чтобы продвигать свое видение и творчество. Кинематограф не имеет пола, не имеет нации, но все равно, когда вы знаете, что в кино все равно это мужская профессия, и когда вот наравне с мужчиной идет женщина, как режиссер, это все равно тяжелее. То есть чем должна быть женщина? Она должна быть на голову выше, намного сильнее, чтобы добиться таких же успехов, как то, что полагается рядовому мужчине. А ведь гендерный дисбаланс особенно силен в странах Центральной Азии. В силу этого нередко женщины остаются жертвами насилия как физического, так и психологического характера. Одним из эффективных методов решения таких серьезных проблем является пропаганда роли женщины для любой нации, что можно осуществлять посредством искусства, а именно кино. И несомненно, что такие проблемы чувственно и проникновенно может передать только женщина, которая понимает суть проблемы. А потому будущее у женщин-кинорежиссеров есть, заключают киноведы. Джазгуль Эгембердиева, Батыр Зарлыков, РТВ Медиа.